Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, дамы и господа, рад принять участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана. Символично, что 12 декабря, ровно 3 десятилетия назад, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального. Этот день отмечается в Туркменистане в качестве государственного праздника. И именно этот день впоследствии по инициативе туркменистанских друзей был объявлен ООН Международным днем нейтралитета. Хотел бы от всей души поздравить с этим знаменательным событием. Поздравить всех наших туркменистанских друзей и, конечно, прежде всего президента Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова, национального лидера туркменского народа Гурбангулы Меликулевича Бердымухамедова и весь народ дружественного нам Туркменистана. Сделанный 30 лет назад руководством вашей страны выбор в пользу постоянного нейтралитета, по сути, определил стратегический вектор развития Туркменистана как независимого и суверенного государства. Государство, которое пользуется заслуженным уважением и авторитетом как в Центральноазиатском регионе, так и во всем мире. Опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы. Ваша страна проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах. В этом контексте хотел бы высоко оценить подготовленный туркменистанскими коллегами проект Ашхабадской декларации. Она призвана стать важным итогом нашей совместной работы в ходе нынешнего форума. Россия, безусловно, поддерживает этот документ и высказанную в нем твердую приверженность ключевым принципам международных отношений, которые закреплены в Уставе ООН. Среди них миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств. Уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию. Отмечу, что уходящий 2025 год, провозглашенный ООН годом мира и доверия, был ознаменован еще и юбилеем самой Организации Объединенных Наций. Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов. И что главное, находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран. Убеждены, именно в такой логике, на принципах Устава ООН, в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами. И ярким примером тому служит стратегическое партнерство России и Туркменистана, которое успешно развивается в духе дружбы и добрососедства. Расширяются двусторонние экономические связи. За 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%, что заметно больше, чем за весь предыдущий год. Российские компании настроены на осуществление все новых инвестиционных проектов на туркменистанском рынке. Крепнет сотрудничество в энергетике, транспорте, в других отраслях. При активном участии России и Туркменистана реализуются масштабные многосторонние экономические инициативы, в том числе на Каспии и в Центральной Азии.
Ведется прокладка магистрального транспортного коридора север-юг. Поступательно развиваются и двусторонние межрегиональные контакты. Растут обмены в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Достаточно сказать, что в России обучается более 54 тысяч туркменистанских студентов. Наши страны вовлечены в интеграционные процессы в рамках Содружества независимых государств. В 2026 году Туркменистан примет председательскую вахту в СНГ. Желаю в этой связи всяческих успехов туркменистанским коллегам и хочу заверить, что российская сторона окажет все необходимое содействие. И в заключение хотел бы выразить признательность руководству Туркменистана, президенту Сердару Гурбангулыевичу Бердымухамедову и всем туркменистанским друзьям за радушие и гостеприимство. Еще раз хочу поздравить всех с Международным днем нейтралитета и Днем нейтралитета Туркменистана. Благодарю вас за внимание.